ГЭС Башенная на финишной прямой. Работы подходят к концу, и вот-вот ожидается ее открытие. Этот объект станет крупнейшим гидроэнергетики Чеченской Республики и первым проектом Русгидро в регионе. Малая ГЭС Башенная возводится с 2021 года на реке Аргун в Итумкалинском районе вблизи села Гучум-Кале. На этом участке река обладает большим перепадом высот от 40 метров на протяжении более 1 километра расстояния, что повышает эффективность будущей гидроэлектростанции. Сейчас мы находимся на головном узле Башенная ГЭС. Это начало станции, где у нас находится плотина с автоматическим водосбросом. Далее идет у нас отстойник. По отстойнику вода отсеивается и далее поступает в деривационный туннель протяженностью 1,5 километра. Головной узел обеспечивает забор воды реки Аргун, ее очистку от песка и последующую подачу в деривационный тоннель гидроэлектростанции. Сооружение включает бетонную плотину, водосброс и отстойник. Вода отстаивается для того, чтобы очистить и далее максимально его очистить, и далее она пройдет по деривационному туннелю до напорного бассейна. На сегодняшний день в районе головного узла какие работы именно проводятся? Фактически бетонные работы закончены. Осталось буквально 800 кубов бетона. Это сопрягающий канал с деривационным туннелем. Далее начнется монтаж грузоподъемного механизма, то есть на плотине грузоподъемный механизм смонтированы. Дальше пойдет у нас монтаж грузоподъемного механизма на отстойнике, то есть это затворы, аварийно-ремонтные канатные механизмы, козловые краны, для того, чтобы регулировать подачу воды на станцию, на станционный узел Башенная ГЭС. Деривационный тоннель обеспечивает создание напора на турбинах, подавая воду от головного узла к зданию ГЭС. Это наиболее масштабное сооружение гидроэлектростанции. Его длина около 1,5 километра, а сечение с обделкой составляет 5 на 5 метров, что примерно соответствует сечению тоннеля метрополитена. Сейчас идут работы по сопрягающему каналу с деривационным туннелем. Окончание его работ намечено на 1 сентября. Мы уже должны закончить бетонные работы, которые остались на головном узле. По туннелю будет проходить вода в количестве 30 кубов в секунду для работы обеих гидроагрегатов, чтобы вода хватила там. Здесь, на выходе тоннеля, уже на другой стороне горы, интенсивно ведутся работы по соединению труб с основным зданием ГЭС. На выходе мы видим напорный бассейн. Здесь будет водоприемник. Далее вода по этим водоводам поступает на здание ГЭС для работы самих агрегатов. Тоннель непосредственно необходим для того, чтобы создать напор, имеется в виду напор на самом участке водоприемника. Вода подается через тоннель на водоприемник. То есть забирается в реке, через отстойник проходит на водоприемник. А вот напор самой реки, он недостаточен? Нет, недостаточен. У нас должен создаваться напор для того, чтобы агрегаты работали в нормальном режиме. На каждый агрегат не менее 15 кубов воды в секунду. То есть непосредственно 30 кубов в секунду мы должны обеспечить для работы гидроагрегатов. Сейчас работы ведутся по конструкции противопожарного резервуара. Вот мы видим противопожарный резервуар.
далее водоприемник, затворохранилище, металлические водоводы, в дальнейшем, которые будут обетонированы, и до самого здания ГЭС они будут в бетоне. В ГЭС войдут головной водозаборный узел, тоннель, напорный бассейн, турбинные водоводы и само административное здание. Мы находимся в машинном зале башни ГЭС. Непосредственно это, можно сказать, сердце всех этих сооружений. Здесь непосредственно сейчас проводятся работы по пусконаладке мостового крана. Сейчас подвозится контргруза для того, чтобы проверить, испытать кран, сам мостовой кран. И далее начнется монтаж гидросилового оборудования, гидроагрегаты. У нас здесь в самом здании ГЭС будут установлены 2 гидроагрегата по мощности по 5 мегаватт, суммарная мощность 10 мегаватт. Вот эта проверка необходима, да? Нельзя, не проверив вначале. Это новое оборудование, которое установлено в здании непосредственно до пуска его в работу. Необходимо проверить это все. И после этого, после всех этих мероприятий, непосредственно вводится в работу этот кран. Уже на постоянную работу. Суммарно у нас по проекту заложено общее на станции 66 тысяч кубов бетона, далее 400 тонн металла. То есть это в него входят все металлические конструкции, водоводы, канатные механизмы, козловые механизмы и все остальное, крано-грузоподъемное оборудование, в общем составляет 400 тонн. После того, как кран осилит груз тяжестью 50 тонн, начнутся монтажные работы. В данный корпус нужно встроить 2 больших гидроагрегата, которые и будут вырабатывать электроэнергию. Мы специалисты по гидросиловому оборудованию. В данный момент принимаем участие в монтаже гидроагрегатов. Наши агрегаты российского производства, такие заводы, как Электротяжмаш-Привод и Тяжмаш, Тяжмаш, являются поставщиками данного оборудования, все российское производство. В данный момент наша бригада занята непосредственно подготовкой к основному монтажу. Сроки уже подходят. После испытания, сегодня у нас на повестке дня испытания мостового крана. После завершения испытания мы приступим к основному монтажу гидросилового оборудования. На сегодняшний день идут отделочные работы в административном здании ГЭС. Подрядные организации спешно выполняют поставленные задачи, чтобы качественно и быстро сдать объект к намеченному сроку. Мы находимся в здании БСПП, это административный корпус здания ГЭС. То есть здесь будет непосредственно вспомогательное оборудование, и далее здесь будет непосредственно обслуживающий персонал находиться в этом здании. Это электротехническое помещение, здесь будут установлены трансформаторы, щиты управления, и непосредственно это пол называется фальш-пол. Здесь под полом будут проходить электрические кабеля. С начала строительства с 2021 года на данном объекте вахтовым методом было задействовано около 250 человек. Сейчас количество поменьше, так как и работы, приближаясь к концу, стали сокращаться. Но несмотря на это, каждый день с 7 утра и до 7 часов вечера работники трудятся в поте лица, проделывая тяжелую и небезопасную работу. А после введения ГЭС в строй постоянными работниками будут специалисты, подготовленные Русгидро. На станции будут работать специалисты, которые уже сама эксплуатирующая организация, которая примет на работу специалисты в области электроэнергетики и гидротехники. Специалисты должны быть квалифицированы, далее назначаются экзамены, у них собеседование, и по результатам экзаменов и собеседования они принимаются на работу. Еще один момент, немаловажный момент в этой системе приема на работу. На сегодняшний момент они уже с 1 сентября заходят на строительную площадку.
они будут контролировать, непосредственно эти люди, которые будут работать, они будут контролировать процесс монтажа гидроагрегатов, монтажа электросилового оборудования. Далее мы их обучаем в процессе, да, потому что у нас подрядчики, которые монтируют это все оборудование, у них заложено в договоре, чтобы обучить именно тому оборудованию, которое будет находиться на башне ГЭС. При проектировании станции специалисты, входящие в группу Русгидро Института Гидропроект, обеспечили максимальную эффективность работы станции без строительства высотной плотины, затопления земель или влияния на водный режим реки. И все благодаря тому, что ГЭС строится по деривационной схеме, когда напор воды на турбины создается за счет отвода части стока реки через тоннель. Проектная мощность объекта составит 10 мегаватт. В год станция будет вырабатывать более 52 миллионов киловатт-часов экологически чистой возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему республики. Но это не последний важный проект Русгидро в регионе. Совсем недавно на полях крупномасштабного Кавказского инвестиционного форума, прошедшего в июле месяце в Чеченской Республике, было подписано соглашение, которое предполагает сотрудничество и взаимодействие при строительстве Нихолойской ГЭС. Вложения в проект составят 15,5 миллиардов рублей. Уверен, что подписание данного соглашения также позволит создать благоприятные условия для привлечения дополнительных инвестиций в энергетический сектор республики. Желаю плодотворного сотрудничества и успехов в реализации всех намеченных планов. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Антон Иванович. Мы находимся на участке формирования автодороги к головному узлу Нихолойской ГЭС. Это на период строительства выполняются подъездные пути. Здесь у нас намечено строительство плотины Нихолойской ГЭС. Нихолойская ГЭС у нас вторая ступень строительства каскада ГЭС в Чеченской Республике. Она станет более мощной, 23 мегаватта, 100 миллионов киловатт-час в год будет вырабатывать Нихолойская ГЭС. Работы начаты 16 июля. 16 июля получено разрешение на строительство станции, начаты работы. И планируется окончание работ в 2028 году, пуск Нихолойской ГЭС. Команду на заливку первого кубометра бетона на строительной площадке новой ГЭС отдал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. Станция возводится на той же реке Аргун, но уже в Шатойском районе. Мы сейчас уже, министры, отрабатываем. Форум был в рамках поручения президента, а мы уже в рамках поручения форума дальше дорабатываем уже конкретными мероприятиями, наполняем те решения, которые перед нами поставило вышестоящее начальство. Гидроэнергетика – это одна из важнейших отраслей вообще в нашем топливно-энергетическом комплексе. Она придумана и во многом воплощена нашими великими предшественниками, нашими отцами, дедами. И то, что мы сегодня участвуем в этом строительстве, во-первых, это большая честь для всех нас принимать участие в строительстве такого комплекса. Этот комплекс будет работать минимум 150 лет. Главой Чеченской Республики, уважаемым Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, перед отраслью энергетики ставятся амбициозные большие задачи. Как мы знаем, гидроэнергетика – это одно из важнейших направлений. При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и при непосредственном участии ПАО «Росгидро» сегодня в республике проводится работа. Мы наметили план, что министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич нас поддержит для выстраивания дальнейшей долгосрочной перспективы. В состав сооружения Нихолойской ГЭС войдут бетонная плотина высотой 57 метров с водосбросом, 7-я по высоте плотина ГЭС на Северном Кавказе, напорный деривационный тоннель длиной 3000 метров, уравнительный резервуар, напорный водовод и здание ГЭС с 2 гидроагрегатами. Начальные работы по строительству Нихолойской ГЭС уже в активной фазе. У нас объемы работ очень большие. То есть у нас деривационный туннель, он уже здесь напорный. 3 километра будет дальше плотина и здание ГЭС. Соответственно, здесь работы намного больше. И
порядка 400 человек должно быть задействовано на строительной площадке Нихалойской ГЭС. Ресурс уже выработался на строительстве Башенной ГЭС. Есть уже специалисты местные, есть организации, которые непосредственно занимаются, специализированные организации, которые занимаются монтажом оборудования, вспомогательного оборудования. Строительство ведется в рамках государственной программы по поддержке электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии, что обеспечит окупаемость проекта. Гидроэлектростанции играют ключевую роль в мировой энергетике, предоставляя возобновляемый источник энергии. Они используют кинетическую энергию текучих водных масс для выработки электричества, что делает их одним из наиболее экологически чистых источников энергии. Развитие возобновляемых источников энергии – это одно из таких основных и важных направлений в энергетике, на которые правительство Российской Федерации и у нас в республике обращает огромное внимание. Вот в связи с этим объектами генерации в 2015 году еще начали заниматься, в 2015 году построили Кокодойскую ГЭС. Сегодня работает над реализацией проекта строительства Башенной ГЭС. Это довольно-таки значительный объект для нашей республики. Значит, до сих пор мы не имели собственной генерации электроэнергии. В принципе, на реке Аргун у нас большой потенциал, значит, гидроэнергетической мощности. Мы планируем не останавливаться. У нас вообще-то водный потенциал большой. Значит, работа в этом направлении будет не только на реке Аргун и ее притоках, но будем обследовать еще другие реки, которые находятся в Веденском районе, на Жаюртовском районе. Также, значит, рассматриваются вопросы строительства и на реке Терек, на реке Сунже. Сама работа по изучению створов этих рек продолжается, она будет продолжаться, но останавливаться на этих 2-3 проектах в принципе не собираемся. Гидроэнергетика – одна из важнейших отраслей топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики. Наш регион обладает всеми необходимыми природно-климатическими ресурсами для сбалансированного внедрения таких объектов.